Было лето 1722 года. 2 июня в Казань входят суда с гвардией, артиллерией и провиантом. На борту одного из кораблей развивается Андреевский флаг и императорский штандарт. В город по Волге прибыл император Петр I. Петр I в Казань в 1722 году прибыл, вероятно, на военной галере, потому что в Казани он был не просто так, он был проездом, направляясь в персидский поход, и, конечно, должен он был туда направляться именно на военном корабле. Так начинался визит Петра I в столицу Казанской губернии. В путевом журнале остались записи. Встречали высочайшего гостя пальбою из 13 пушек и колокольным звоном. Здесь, на территории Адмиралтейской слободы, были верфи. И он на своих галерах, на своих кораблях, они вот здесь и остановились. И он уже с территории Адмиралтейской слободы, несколько дней, пока он здесь находился, он выезжал в центр города осматривать его. История Адмиралтейской слободы тесно связана с именем Петра I. За 4 года до его визита указом императора было положено начало Казанскому адмиралтейству. Суда здесь строили государственные крестьяне, татары, чуваши и мордва. Их называли лашманами. В слободе стоит памятник в их честь. На этом памятнике изображены те самые лашманы, которые героическим подвигом заложили основание российского флота. Сойдя с корабля, первым делом Петр прибывает в Кремль, в Благовещенский собор. А потом отправился обедать на архиерейский двор к митрополиту Казанскому Тихону. Архиерейский двор в то время располагался как раз вот на месте этого живописного скверика. Затем, согласно историческим данным, Петр осматривает Казань. Мы на Петербургской, куда как не на улицу, названную именем главного детища Петра, отправиться, чтобы раскрыть очередные детали его визита. Да, он был и здесь. В то время это, как бы сейчас сказали, один из первых промышленных районов города. Здесь была суконная фабрика, рядом помповый завод, который Петр и посетил. Самим своим возникновением суконная слобода обязана Петру Первому. Это он поручил создать на этом месте фабрики для снабжения армии и флота. Мануфактура поставляла сукно, помповый завод, кожу для корабельных насосов. Во время казанского визита Петра I история этого района получила такой шанс на перемену. Дело в том, что чуть позже посещения Казани Петр I передаст суконную фабрику в управление компанией купцов во главе с Иваном Афанасьевичем Михляевым. Согласно преданию, казанский купец Михляев приглашает императора посетить его суконную фабрику. Петр I настолько впечатлился увиденным, что отдает купцу в управление фабрику в суконной слободе, которая, к слову, создавалась по его указу. В благодарность Иван Михляев обещал построить в честь Петра собор. В памяти казанцев этот храм связан с приездом Петра I. Казанцы его знают как Петропавловский. Назван он так в честь апостолов Петра и Павла. И начали храм возводить задолго до визита Петра в Казань. Безусловно, во время пребывания в Казани императора Михляев виделся с ним. И возможно вполне, что действительно посвятил приезду Петра уже строящийся собор. С какой целью Петр I прибыл в Казань и почему на военных судах? Историки давно нашли ответы на эти вопросы. После грандиозной победы в Северной войне глава российского государства задумался о походах в Азии. Выбор пал на Персию, в то время сокровищницу шелка, так нужного России. Для того, чтобы двинуться на Персию, он использовал Волжский путь, а на Волге находился наш город Казань. И летом 1722 года Петр I прибыл в наш город. Отсюда Петр и его флотилия со 106-тысячным войском, треть которого татарские всадники, отправляются в Астрахань, чтобы выйти в Каспийское море. В Казани он был 4 дня. На 5-й заезжает в Древний Болгар, где, увидев плохое состояние древних памятников, присылает казанскому губернатору распоряжение на ремонт Большого минарета. Это был единственный визит императора в Казань, положивший начало новым преобразованиям. Рамиль Шайдуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.